Семинар-совещание «День поля-2021» собрал представителей различных отраслей агропромышленного комплекса недалеко от села Бузовязы в пятницу 23 июля. Участники семинара обменялись опытом возделывания культур и ознакомились с представленными образцами семян, удобрений и технических агрегатов. Наша культура земледелия, наши подходы становятся лучше, но мы еще далеко от Европы. Нельзя выделить ключевой фактор, влияющий на количество и качество урожая. Сельское хозяйство – это совокупность использования современной техники и технологий возделывания почвы, адаптированных семян и удобрений. Для повышения урожайности в хозяйствах нашего района идет активное внедрение современной сельскохозяйственной техники. Компания «Рикагро» представила новое поколение самоходных опрыскивателей, а также сеялки и посевные комплексы, применяемые в обработке почвы по технологии наутил. Это сеялки, посевные комплексы именно непосредственно по наутильной технологии, по правильной наутильной технологии. Ни анкер, ни какой-то там хитрый сошник, а именно турбоколтер прорезает пожнивные остатки, и сзади двухдисковый сошник высевает семена на нужную глубину, плюс прикатка. Вот прям вот в такую почву в сенокос можно сеять. Я сам лично испытывал эти сеялки. У нас в хозяйстве есть эти сеялки. То есть мы испытали их вдоль и поперек. Они могут сеять по любому агрофону. И в условиях засушливого года, 2021, эти сеялки показали себя очень хорошо, потому что мы весной не потеряли влагу на культивацию, барнование и прочее, а просто посеяли во влажную почву. И на основе этих опытов мы получаем очень неплохие урожаи. Для получения хорошего результата важно использовать семена, хорошо себя зарекомендовавшие именно в нашей зоне. Госсорткомиссия представила образцы семян, прошедших отбор и включенных в реестр 2021 года. Все сорта, которые создаются селекционными учреждениями, зарубежные, отечественные компании, они все проходят испытания у нас, вот на таких подразделениях, которые называются государственные сортно-испытательные участки. Здесь ведется отбор самых лучших сортов, адаптированных к нашим местным условиям. И после испытаний мы предлагаем комиссионно их внедрить в производство, включаем большую книжку Госреестра, называется, допущенных к использованию Российской Федерации. Таким образом, они получают путевку в жизнь. Применение минеральных удобрений является одним из основных приемов интенсивного земледелия. Продукцию собственного производства представила и компания «Башплодородие», крупный поставщик минеральных удобрений в регионе. Самое востребованное удобрение – КАС. Жидкое удобрение, все хозяйства берут удобрение, сейчас начали вот это. Самое эффективное, у него потерь очень мало. Это самое выгодное удобрение получается. Смесь карбамида, селитры, КАС. Все хозяйства, вот это сейчас очень востребованное удобрение. Сами производим, соевое оборудование купили, все, Башплодородие ООО. Также образцы удобрений представила и станция агрохимической службы Ишимбайская, которая занимается обследованием земель сельскохозяйственного назначения, анализом кормов и составлением рационов для животных. Каждый год у нас по турам разделены, каждый год разные хозяйства у нас получается, каждый год вот обследуем 200 тысяч гектаров земли, проверяем на основные показатели азот, фосфор, калий. Микроэлементы проверяем, чтобы хозяйство узнать, какое удобрение им внести для разных культур, каким культурам они занимаются, подсолнечник или пшеница, разные культуры. Основным рекомендациям даем по культурам. Участники семинара осмотрели опытные площадки Кармаскалинского госсортучастка с озимыми и яровыми культурами. Из-за противоэпидемиологических ограничений представителей 12 муниципалитетов разделили на две группы. Засушливое лето, конечно же, отразится на урожае как зерновых, так и технических культур. Но такая площадка для обмена опытом и получения новых знаний, как День поля, позволит аграриям грамотно использовать имеющиеся ресурсы и прийти к финалу с минимальными потерями.